Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале об основных темах этого выпуска. Уровень воды продолжает подниматься. В селе Чегда в результате интенсивного таяния снега произошел резкий подъем уровня воды на реке Чегдинка. В республике зафиксировано 47 термических аномалий. Это почти в 5 раз меньше, чем в прошлом году в это же время. В Якутии начал работу оперативный штаб по пожароопасному сезону. Организация обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому. В эти дни в Якутске проходит межрегиональная конференция «Учим, знаем». В Международный день музеев за высокий профессионализм и вклад объявили победителей в 3 номинациях. В Якутске наградили лучших в области музейного дела. Олицетворение силы единства в музее-центре Хамуса народов мира презентовали нагрудный знак для победителей 3-го международного конкурса «Хамусист-виртуоз мира». В результате прохождения ледохода и повышения уровня воды на реке Лени в населенном пункте Харинца Алекминского района наблюдается подтопление 2 дворовых территорий, находящихся в низменной части населенного пункта, в том числе 1 частный дом. По последним данным, уровень воды достиг критической отметки в 1000 сантиметров. Заблаговременно отселены жильцы 8 частных домов по родственникам и знакомым. В случае ухудшения обстановки в готовности находится пункт временного размещения населения. Для оказания помощи планируется применение воздушного судна Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с сотрудниками службы спасения республики. Для оказания помощи населению запланирован выезд спасателей службы спасения Якутии. Вот в результате задержки льда у нас имеется повышение уровня воды, что вода подобралась к 2 домам. Накануне с этих домов жители были эвакуированы. Крупный рогатый скот в количестве 21 единицы отогнаны в безопасное место. И 68 голов лошадей также, все они отогнаны. Решен вопрос по повторному облету на данное место для конкретизации и оценки данной ситуации, для принятия соответствующих мер и действий. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, в ходе программы «Прямой разговор» 19 мая в Алекминский район вылетит 1-й зампред республики Дмитрий Садовников. В селе Чегда в результате интенсивного таяния снега произошел резкий подъем уровня воды на реке Чегдинка. Наблюдается потопление 5 дворовых территорий, находящихся в низменной части населенного пункта, в том числе 5 частных домов. Уровень воды продолжает подниматься. Со слов заместителя главы Константина Наговицына, существует угроза подтопления 17 жилых домов, находящихся в низменной части населенного пункта. Заблаговременно жильцы отселены по родственникам и знакомым. Подготовлен пункт временного размещения в Центре культурного развития по улице Северная, 1/5. Силами администрации производится откачка воды с домов. Главное управление МЧС России по республике обращается к жителям Кобяйского района быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей. В связи с подтоплением ряда дворовых территорий сел Чегда и Харинцы в результате весеннего половодья прокуратурой республики взяты на контроль вопросы защиты прав граждан, проживающих в названных населенных пунктах. В ходе проверки прокурорами будет дана оценка надлежащему обеспечению уполномоченными органами власти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и другим вопросам. Между тем, на данный момент ледоход на реке Лени не дошел до столицы республики. Об этом сообщил начальник отдела водного хозяйства Ленского бассейнового водного управления Николай Портнягин. У Якутска еще не начался, пока рано, все стоит. Ледоход все еще проходит по территории Алекминского района, не дошел до Хангаласского, заявил Портнягин. Отмечено, что подвижек льда у столицы республики также не наблюдает. Уровень воды низкий. В Якутии начал работу оперативный штаб по пожароопасному сезону. На сегодняшний день в республике зафиксированы 47 термических аномалий. В прошлом году в это время было зафиксировано более 230 таких точек. Республиканские и муниципальные власти провели большую работу по профилактике и подготовке к пожароопасному сезону, что позволило на сегодняшний день потушить все возникшие на территории республики природные и ландшафтные пожары. На сегодняшний день наибольшее количество термических аномалий наблюдается в Хангаласском, Верхневилюйском, Ленском, Мирнинском и Верхоянском районах.
Большинство из них возникли из-за сельхозпалов, которые в республике запрещены. К лицам, устраивающим сельхозпалы, будут применены методы административного и уголовного воздействия. Также персональную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности несут и главы муниципальных образований. Главы сами признают то, что там в Верхоянском районе, в частности, проводятся работы сельхозпала, что категорически запрещено. В Хангаласском районе проводятся сельхозпалы, но они ссылаются, что это островные участки, но при этом я еще раз хочу сказать, что сельхозпалы сегодня мы запретили. И сегодня уже проводятся рейды, и уже возбуждены ряд административных дел. Сегодня, пользуясь случаем, хочу довести до населения республики, что сельхозпалы сегодня запрещены и запрещены законом. Актуальный для города Якутска вопрос, касающийся ликвидации дефицита пропускной способности газовых сетей, обсудили министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко и генеральный директор Сахатранснефтегаза Алексей Колодезников на выездном совещании на месте прокладки газопровода низкого давления на улице Птицевод. Отметим, что ранее муниципалитеты сами решали вопрос ликвидации дефицита, но с 2021 года Сахатранснефтегаз стал региональным оператором в реализации программы социальной газификации, в том числе и ликвидации дефицита. Благодаря решению руководства республики и лично главы Якутии Айсена Николаева вопрос сдвинулся с места. Впервые по городу Якутску на этот год на ликвидацию дефицита предусмотрено 211 миллионов рублей. Это позволит создать техническую возможность подключения газу порядка 2000 домовладений в ближайшие годы. Задачу, которую мы здесь реализуем, ее поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это вопрос довести до всех людей, у кого раньше отсутствовала здесь возможность, привести в дома газ. И мы ее сегодня в Якутии реализуем. Здесь сегодня у нас работают почти 2 десятка человек, у нас работает несколько единиц техники. Вот за спиной мой экскаватор, в частности, находится, мы в начале пути проехали другой. Каждый выполняет свою поставленную работу, уже ведется укладка, в том числе и газопровода, что немаловажно. Все это стало возможным благодаря тому, что в бюджете республики у нас предусмотрено более 200 миллионов рублей средств, то есть и работы будут не только здесь. В столице региона прошла проектная сессия по вопросам разработки стратегии реализации общественных проектов на территории республики. Участие в мероприятии приняли около 50 представителей общественных организаций и органов местного самоуправления. Так, в ходе сессии команды прошли 3 блока и 7 заданий, по итогам представив разработанные проекты. При этом некоторые презентовали уже существующие проекты, которые успешно реализуются на территории республики. Однако главной задачей сессии стало получение опыта в разработке успешных общественных проектов, развитие навыков работы в команде и понимание социальных тенденций региона. Основной задачей было, как я уже сказал, что разрабатывается стратегия развития Дальнего Востока, миссия, и в рамках этого все собранные проекты со всех субъектов Дальнего Востока будут соединяться в один единый документ, который потом будет представлен Юрию Петровичу, который будет защищать руководство субъектов Дальнего Востока. Специалисты Нерюнгринского городского отдела предпринимательства выехали на осмотр территорий, прилегающих к торговым точкам, с целью выявления мест скопления мусора и невыполнения санитарной очистки зон, которые закреплены за предпринимателями. Трехмесячник по саночистке города стартовал еще в апреле. Постоянные изменения погодных условий порой препятствовали своевременной очистке. Поэтому, как только на улицах не стало снега, весь мусор вокруг торговых точек полез наружу. Выезд показал, что большинство предпринимателей добросовестно выполняют свои обязательства по благоустройству. Но есть и те, кому грозит административный штраф в случае невыполнения санитарных требований. В целом ситуация не критичная, но с некоторыми предпринимателями пришлось отработать еще раз и напомнить им о том, что необходимо соблюдать правила благоустройства города Нерюнгри. Еще раз хочу напомнить нашим предпринимателям о том, что каждую пятницу проводится субботник, и вы обязаны следить за чистотой и убирать территорию в радиусе 15 метров возле своей торговой точки. Далее к эпидобстановке. 58 человек заразились ковидом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 20 человек, в Алданском и Кобяйском районах по 6 заболевших, в Хангаласском 4. Еще в 11 районах от 1 до 3 заражений.
До сих пор самым действенным способом защититься от ковида является вакцинация. В Ленск поступила первая партия детской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник-М». Сегодня получили прививку первые добровольцы. Как проходит процесс вакцинации, узнавала Анна Кожевникова. Прививки от ковида теперь могут получить и юные жители Ленска в возрасте от 12 до 18 лет. В Ленскую центральную районную больницу поступила первая партия вакцины «Спутник-М» или «Гамковид-Вак-М». По 60 доз первого и второго компонента. Вакцину детям ставят также в 2 этапа. Сегодня первую, через 21 день вторую дозу. Это пятикратный облегченный вариант спутника ВИ, который прививали взрослых людей, да. Получается, вот эта концентрация этой вакцины вызывает хороший иммунный ответ. До 14 лет включительно мы приглашаем детей законным представителям, а старше 15 лет дети могут подойти самостоятельно с документами. Просим приносить с собой документ, это медицинский полис, паспорт или свидетельство о рождении и СНИЛС. Вакцинация добровольная и бесплатная. Она проходит в клинике матери и ребенка с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов с перерывом на обед. Сначала детей осматривает педиатр в кабинете номер 124. Врач проверяет частоту дыхания и сердечных сокращений, измеряет температуру. После вакцины в течение 30 минут ребенок должен находиться в поликлинике под присмотром медицинского персонала. Ощущения хорошие, страшно не было. Вакцинироваться, думаю, надо. Считаю, нужно. Сказали, надо, значит, надо. Первый, да, этап это был? Первый этап был, да. Ну, какие рекомендации дали врачи сейчас? Сказали много не двигаться. Все. Сказали, будет рука болеть первые дни. Также могут возникнуть ломота и слабость, подняться температура, как и при других прививках. Многие накануне каникул спешат привить своих детей, так как отправляются в отпуска или детские лагеря отдыха. Среди вакцинируемых много абитуриентов. Родители, которые привели детей на эту процедуру, считают, что в сегодняшних реалиях это так же необходимо, как прививка от гриппа. Осенью же получаем вакцинацию от гриппа. Так и будем, наверное, каждый год получать. Поэтому я считаю, что надо, чтобы не болели детки. Если человек, например, сейчас не болеет и получает прививку, тогда он, думаю, он легко переносит. За период пандемии в Ленском районе переболело 938 детей. Из них на стационарном лечении находилось 53, были госпитализированы в тяжелом состоянии в Якутск. Сейчас ситуация стабилизировалась, но единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией имеют место быть. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Учим, знаем. Заботливая школа. Межрегиональная конференция под таким названием, которая в эти дни проходит в Якутске, собрала экспертов в сфере образования. Обсуждается главная тема – организация обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому. Сегодня проект «Учим, знаем» распространился в 50 регионах страны, в том числе и в столице с 2018 года. За 3 года можно уже говорить о первых реальных итогах. О них в сюжете Ульяны Шагиной. Конференция является долгожданной для многих, кто сегодня работает по программе госпитальной школы. Это большой образовательный проект, цель которого – адаптировать ребенка с длительным заболеванием к учебе и общению со сверстниками как во время лечения, так и после нее. Тяжело больные дети, они мигрируют по стационарам, они приезжают в федеральный стационар на лечение, там, где работает флагманская площадка. Потом возвращаются домой, продолжают лечение либо на дому, посещая медицинские учреждения, либо опять находятся на стационарном лечении. И для нас очень важно, чтобы где бы они ни находились, вот эта единая среда заботливой школы, как мы ее называем, была создана во всех регионах. В Якутске проект «Учим, знаем» стартовал 3 года назад. Ее участники – это педагоги, логопеды и психологи, работающие с детьми с длительными заболеваниями, такими как онкология или почечная недостаточность. К ним также относятся маленькие пациенты травматологических отделений и туберкулезного диспансера. Московские специалисты в эти дни делятся своими лучшими практиками по работе с такими детьми. Мы наметили много планов. В первую очередь это практику уже обобщить надо, да, и уже выходим на научное обоснование, на научное обобщение. Будем вместе работать, сочетать госпитальную педагогику с этнопедагогикой. Это тоже очень важно, потому что для ребенка,
близка своя природа, своя сфера и свой родной язык, да, мы это хотим сочетать. В Якутии госпитальная база была заложена более 20 лет назад с благотворительного фонда «Праздник жизни», а чуть позднее и солнечным городом в стенах Национального центра медицины. Сегодня детей, которые получают здесь медицинскую помощь, обучают педагоги школы номер 35, чтобы ребенок не только не отстал от своих одноклассников, но и получил целый комплекс адаптивной помощи. У нас не было таких научных обоснований. И тем не менее, строительство солнечного города, создание комфортных условий лечения, психологическое сопровождение детей, больных раком, поддержка семей. Сегодня у нас есть отличные результаты. Те семена, которые мы посеяли своими конференциями, тренингами, проектами в образовательном направлении, конечно, сегодня имеют свои исходы. Методика госпитальная школа универсальная. Ее можно распространить, к примеру, в отдаленные малокомплектные школы Крайнего Севера. Практика только начинает набирать обороты и вполне может стать новым звеном в госпитальной педагогике. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. По поручению президента России Владимира Путина принято решение о мерах поддержки семей российских военных и силовиков, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. В Якутии абитуриентам из таких семей окажут поддержку и выделят бюджетные места в высших учебных заведениях. Так, в Северо-Восточном федеральном университете по всем направлениям предусмотрено около 320 квот. Это 10% от общего числа бюджетных мест. При поступлении будет два варианта, да, если, например, поступает абитуриент, это ребенок военнослужащего, да, то, конечно, будет сдавать специальный экзамен нашего вуза согласно указу, да, но если, например, родитель военнослужащий стал инвалидом или погиб при исполнении своего долга, да, то мы без вступительных испытаний будет поступление в наш университет. Одни из основных работодателей выпускников со знанием корейского языка являются Миноборнауки и Минвнешсвязи Якутии. С 2005 года кафедра восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ готовит профессиональные кадры по корейскому языку. Многие выпускники программы «Корейский язык в профессиональной деятельности» устраиваются на работу в ведущие корейские корпорации. Основные работодатели выпускников со знанием корейского языка являются Миноборнауки и Минвнешсвязи Якутии. В этом году, по словам преподавателя, выделены 20 мест на коммерческой основе. Абитуриенты должны будут иметь при себе результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе и иностранному языку. К слову говоря, до единого государственного экзамена остается совсем немного. 26 мая в аудитории придут выпускники, выбравшие для сдачи географию, литературу и химию. В Ладанском районе ЕГЭ будут сдавать 202 человека. У сегодняшних 11-классников всероссийское тестирование состоится впервые. Как оценивают свои знания и какие эмоции переживают, ребята поделились с нашими коллегами. У 11-классников школы номер 2 урок математики. Логарифмические уравнения ребята щелкают как орешки. Сейчас выпускники все силы направляют на подготовку к единому госэкзамену. До главного испытания школьных лет чудесных осталось всего несколько дней. Из 16 учеников 5 человек будут сдавать только обязательные дисциплины. Они не планируют поступать в высшие учебные заведения. Остальные юноши и девушки с предметами по выбору давно определились. В целом, я считаю, подготовка идет продуктивно. Я выбрал предметы, которые буду сдавать. Это история обществознания, также русский и математика база. Планирую поступать на юридический. Занимаюсь уже усердной подготовкой в течение 2 лет. Я выбрал предметы история обществознания. Готовлюсь уже тоже где-то около 2 лет. На экзамен пойду с уверенностью. История и обществознание наряду с профильной математикой остаются у выпускников в числе наиболее популярных предметов по выбору. Ожидается, что в этом году экзамены будут проходить в привычном допандемийном формате. Однако часть подготовки пришлась на периоды дистанционного обучения. У сегодняшних 11-классников всероссийское тестирование пройдет впервые. Перестроение было довольно сложным, так как 9 класс, экзамены, готовились, пытались, а потом отменили экзамены, были просто контрольные, и ОГЭ не проходила у нас.
Не менее чем предметная подготовка, важна психологическая готовность к экзаменам и умение сохранять самообладание в нетипичной ситуации. Педагоги ведут планомерную работу как с воспитанниками, так и с их родителями. Это процесс очень стрессовый для детей. Поэтому здесь, что касается подготовки, конечно, здесь и психологическое. У нас уже все педагоги стали психологами, поэтому это очень важно детей настраивать. И мы настраиваем родителей. Никаких стрессовых ситуаций, никаких психологических вот таких вот запугиваний, что вот что будет, что не будет. В Алданском районе 11 класс заканчивают чуть более 200 человек. В числе нововведений единого госэкзамена – изменение максимального балла. По одним дисциплинам он будет увеличен, по другим – снижен. Уменьшилось время по истории и обществознанию. А вот на английский язык времени будет отведено больше. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Якутяне могут бесплатно освоить новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Прием заявок от желающих проходит на портале «Работа в России», где с начала года только по Якутску заявилось более 800 человек. Для получения новой профессии в рамках национального проекта «Демография» представлено более 600 разных профессий в сфере промышленности, строительства, транспорта, экономики, IT-технологий и не только. Обучение совершенно бесплатное на базе высших и средних учебных заведений. Гражданин после подачи заявления подходит в течение 3 рабочих дней в центр занятости, где он подавал заявку на обучение. Он предоставляет те документы для подтверждения своей категории, какую категорию он выбрал. Там он проходит профориентацию. Профориентация у нас в виде тестирования может быть и консультационная беседа. На данный момент у нас подано более 800 заявок, из них одобрено у нас 106. В Якутске наградили лучших в области музейного дела. В галерее зарубежного искусства состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии главы республики имени профессора, мецената Михаила Федоровича Габышева. Международный день музеев за высокий профессионализм и вклад объявили победителей в 3 номинациях. Подробнее в сюжете Светланы Амосовой. Не изменяя традициям, с 2005 года в Международный день музеев чествуют лучших в своем деле. Волнительным и знаменательным он стал для коллектива музея и центра Хомуса народов мира. Ведь они стали обладателями главной номинации «Музей года». По словам директора Дмитрия Бестинова, за все годы работы ими впервые получена такая высокая награда республиканского уровня. Очень значимая награда и для не только коллектива, это и, я думаю, что и награда всех тех, кому не безразлична вообще жизнь и судьба нашего национального инструмента. Наш музей является вообще по всему миру уникальным музеем, а также единственным государственным музеем в мире, который хранит именно хомусы и варганы народов мира. В номинации «Лучший музейный сотрудник» награду получила директор Музея дружбы народов имени Уткина Нюрбинского района Анна Туманова. А в направлении попечитель и меценат выиграл председатель Совета директоров Колмар Групп Анна Цивилева. Впервые за последние 2 года мероприятия, приуроченные ко Дню музеев, проводятся в офлайн-режиме. Все события приурочены к столетию ЯССР. В течение нескольких дней якутяне могут посетить интересные экспозиции, тематические экскурсии и необычные культурные вечера. Многие жители слышали о ночи в музее. Вот в этом году она будет проходить 21 мая. Мы приглашаем. Это масштабное, яркое событие, которое является обычно украшением культурных мероприятий года и надолго запоминается нашим жителям. В этом году Государственным музеем Якутии в поддержку выделили более 14 миллионов рублей на приобретение экспонатов в рамках Года культурного наследия народов России. На сегодняшний день по всей Якутии работает 88 музеев, в том числе 8 государственных и 47 муниципальных. В музеях Якутии хранится около 500 тысяч предметов основного фонда. Мы, якутяне, очень любим музеи. Есть у нас и частные музеи, и музеи в школах. И нам очень хочется, чтобы все-таки наша молодежь приобщалась к музеям, потому что посредством, прежде всего, их посещения в День музеев, и не только в День музеев, да, хочется сказать, что мы несем свою культуру, сохраняем свою культуру.
Каждый музей – это коллективная память, а сотрудники музея хранят и приумножают бесценное наследие прошлого, поддерживая духовную связь времен. Сегодня, как никогда, важно беречь свои культурные и исторические традиции. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. В музее и центре Хамуса народов мира в Якутске презентовали серебряный нагрудный знак для победителей 3-го международного конкурса «Хамусист. Виртуоз мира», который в Якутске состоится 16 и 17 июня этого года и будет посвящен столетию образования якутской автономии. Нагрудный знак будет вручен 9 победителям, которые получат высокое звание хамусистов-виртуозов мира. В предстоящем конкурсе планируется участие более 40 исполнителей из регионов России и зарубежных стран. Дизайн нагрудных знаков олицетворяет силу единства. И в завершение о спорте. 13-я городская спартакиада инвалидов стартовала сегодня на столичном стадионе Туймада. Состязания открыли такие дисциплины, как легкая атлетика и толкание ядра. Всего же в этом году участники будут бороться за звание лучших в 14 видах спорта. Главной особенностью этой спартакиады стало то, что соревнования будут проходить в течение всего года, вплоть до декады инвалидов в декабре месяце. Основная цель такого комплексного подхода – дать возможность спортсменам проявить себя при желании в нескольких видах спорта.